Я на самом деле не музыкант, но в душе иногда играю и пою. Я сейчас посмотрел, это Гилджи, да, гитара? Да. Да. Очень хорошо звучит. Да? И у него есть характер неповторимый. В музыке, как во многих других творческих вещах, нужно найти собственный звук, собственный стиль, так, чтобы не быть похожими. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все? Хорошо. Нам нужен ламповый звук. Нам нужен ламповый звук и ламповое телевидение. Интервью с вами – это очень непростая история. Если бы мы были с вами в другом веке, я бы сейчас вызвала вас на дуэли. Не обидно, когда говорят безголосый Элвин Грей? Да ради бога, пускай Ради бога. хоть что говорят. Рок жив. Живее всех живых. Не за интервью спасибо, за ваше сердце. Рустем Булатов, группа «Люмен». Первый вопрос. Рок сегодня в нашей стране жив или все же уже нет? Живее всех живых. Ну как же так, если сегодня современный мейнстрим – это мужчины с бритым черепом, с наколками, говорящие какие-то тексты под очень незамысловатую битовую музыку. Это сегодня получает миллионы просмотров. Это то, что сегодня слушает молодежь. Каждому времени свои герои, но это не значит, что рок отжил и как-то отвалился. Хип-хоп слушают люди молодые, у них очень много свободного времени, у них есть огромное желание о своей любви рассказывать в соцсетях, и поэтому это выглядит как некий ураган. Но на самом деле, если посмотреть, рок-фестивалей становится с каждым годом все больше, появляются какие-то новые региональные крупные фестивали. «Нашествие» до сих пор один из крупнейших фестивалей страны. В нашем городе любимом недавно открылась рок-радиостанция федеральная. Если бы в рок-музыке был какой-то спад, то это вот симптоматически мы бы просто замечали. Но ничего этого нет. В принципе, в хип-хопе такая очень важная вещь – все гипертрофировать, преувеличивать. Поэтому во взаимоотношениях каких-то культур это тоже все очень ярко видно, потому что они говорят, ну, рок, что это там, музыка предков. Да, так получилось, что рок стал музыкой предков. Но, тем не менее, если говорить о том, как сегодня музыка, в том числе, монетизируется и оценивается, есть очень простой инструмент. Это счетчики на разного рода плеерах в интернете. Я сегодня немножко, готовясь к интервью, посмотрел, погуглил, и все-таки представители современной музыкальной культуры просмотров имеют на порядок больше, чем ваши клипы коллективов вашего периода, так скажем, того золотого периода нулевых годов, когда ваша музыка была в топе и была мейнстримом. Вот. Это тоже объясните тем, что ваша аудитория, она повзрослела, и она меньше в интернете, и поэтому... С одной стороны, да, с другой стороны, нужно все-таки к этому тоже правильно относиться. Очень сложно спустя 10-15 лет снова обратить внимание людей на то, что это были какие-то там достойные, интересные работы, и сделать так, чтобы вот люди обратили внимание и там что-то пересмотрели, переслушали. А все, что касается песен новых, клипов новых, то здесь все очень просто. Безусловно, рок сейчас не мейнстрим, это не самая у молодежи популярная музыка, поэтому совершенно спокойно к этому относимся. А вы сами слушаете хип-хоп? Да, бывает. Правда? Ну, тогда навскидку исполнители, которых... Старый добрый. Eminem, Каста и ребята, которые все-таки выпускали альбомы как-то вот в то время, когда мы были моложе, то есть, не знаю, там, Run DMC, DMX. А ваши дети, у вас двое сыновей, если не ошибаюсь. Вот у них отец известный популярный рокер, очень хороший рокер. Но какую музыку слушают они? Старшему очень нравится музыка электронная, а вот младший, он такой настоящий рокер. Кто-нибудь в вашей семье, кроме вас, слушает группу «Люмен»? Да даже я ее не особо слушаю. Вот согласны с тем, что музыка в твоей жизни, особенно вот в детстве, в подростковом периоде, в значительной степени все-таки влияет на формирование человека, на его сознание. Вот в этой связи
У вас рок, он далеко от лирического рока. Вот. Вы достаточно жесткая группа, для России достаточно жесткая группа. И ваши тексты, разумеется. Рок — это всегда музыка и очень мощные тексты. Вот. Вы такой достаточно протестный музыкант. И в этой связи вы понимаете, ощущаете свою ответственность перед теми слушателями, которые по вам фанатеют или просто слушают вашу музыку, вот за те смыслы, которые вы до них доносите, и формируете их мировоззрение тоже. Не обязательно музыка формирует характер. Она может сформировать какое-то мировоззрение, но, на мой взгляд, все-таки происходит наоборот. У человека есть характер, и он постепенно, может быть, не сразу находит ту музыку, которая его характеру, его настроению, мировоззрению подходит. Если человеку постоянно в каком-то принудительном порядке ставить музыку, которая ему не близка, она ему не станет близка. Например, история очень многих заключенных Гуантанамо, которые, освободившись оттуда, рассказывали о том, как их пытали музыкой Металлики, и что вот они фанатами Хэтфилда не стали. Но по поводу музыки в плеерах там, моих детей, я как родитель, я стараюсь к этому относиться ответственно. Я слежу за тем, что у ребят в плеерах, я разговариваю с ним о том, какая музыка им нравится, что они смотрят. Здесь, на мой взгляд, ответственность только на старшем поколении. Все остальные обязаны иметь собственную голову на плечах и оценивать все творчество, не только наше, совершенно трезво, как раз с позиции того, насколько это близко, насколько это приемлемо. Вы упомянули Хэтфилда. Говорят, Металлики отменяются концерты, потому что лидер группы изменяет музыке с алкоголем. Вообще, это такой общепринятый образ в обществе, что музыканты, особенно рокеры, это обязательно либо алкоголь, либо наркотики. К сожалению, это один из стереотипов, которым многие, даже наши коллеги, стремятся следовать. Само это словосочетание рок-н-ролл, это уже больше не про музыку, а про некий дебош и... Образ жизни. Ну, даже не совсем образ жизни, а определенный вызов общепринятым устоям моральным. Хотя с той поры, когда эта волна пошла, прошло уже много десятилетий, и лично для меня это вот уже давным-давно нафталин, и та немаленькая череда рок-героев, которые пошли по этому пути и слишком быстро закончили свой собственный путь, некий пример того, как очень быстро творчество может закончиться. И я всегда думаю об этом с огромным сожалением, потому что мне было бы очень интересно послушать идеи, которые мог бы высказать, там, не знаю, 40-летний Джим Моррисон, 40-летняя Дженнис Джоплин, к чему бы они пришли в своих размышлениях, до чего дошел бы Джимми Хендрикс в своих экспериментах с гитарной музыкой. Мы этого не узнаем никогда. К моему огромному сожалению, потому что для меня их творчество, их музыка гораздо важнее, чем тот образ, который они создали, мотыльков, которые полетели в огонь и сгорели. Нашему коллективу важнее всего именно творческая составляющая. Измененное сознание выдаст измененные результаты в творчестве, и это будет что-то не совсем настоящее. В мае этого года, когда умер композитор, известный советский композитор Евгений Крылатов, вы у себя в социальных сетях, ВКонтакте в частности, сделали такой очень милый, очень добрый, очень трогательный пост памяти об этом человеке. Я, когда его читал, у меня в голове вот эта картинка: Рустем Булатов на сцене под эти рифы гитарные со своими протестными текстами. И такие добрые слова в адрес человека, который написал такие песни там, «Колыбельные медведицы». Да, «Изюмки». Да, «Изюмки». Из Простоквашино, «Крылатые качели». То есть вы все-таки выросли на советской музыке. Безусловно. Я очень обыкновенный советский ребенок и один из последних пионеров, потому что после нашего года, по-моему, еще года два принимали в эту организацию. А вот как музыкант,
уже, если говорить не про детство, как музыкант, как человек, который состоялся с точки зрения отношений к музыке, на какой музыке вы росли? Какую музыку вы впитывали? Конечно, это была музыка, в первую очередь, там, советских исполнителей, советских композиторов. И то, что я помню из детства, это песни Раймонда Паулса, Юрия Антонова, песни, которые исполняла Алла Борисовна, там когорта авторов огромная. Я впитывал ту музыку, до которой мог дотянуться. А к року как пришли? К року, ну, первое столкновение, оно произошло где-то года в 4, может быть, в 5. Какой был рок Scorpions. в Советском Союзе? Scorpions. Scorpions. Я не знаю, каким образом у папы оказалась эта кассета, и меня очень быстро от этой музыки оградили, потому что это было живое выступление, записанное, и там было барабанное соло. Барабанное соло, которое по ходу развития все время убыстрялось и убыстрялось и убыстрялось. Я придумал себе такой практически цирковой номер. Я под это барабанное соло бежал по комнате, по самой большой свободной, в которой это можно было сделать. И когда темп убыстрялся, я все уменьшал радиус, и в конце концов просто крутился на месте, потому что... Родителям показалось, что это нормально. И когда барабанное соло заканчивалось, то вот от этой скорости, от головокружения я просто падал на ковер и не мог отдышаться. И я так развлекался какое-то время, пока меня за этим не застала мама. Она позвала папу и сказала, это нужно прекратить, кассета исчезла. Но все-таки потом. А потом у меня есть моя любимая сестра, она меня старше на 8 лет. Мы переехали сюда, в Сипайлово. И на следующий год, в 1988 году, это пик популярности рока в СССР, потому что самые культовые, самые вот, известные коллективы — это Кино, Наутилус Помпилиус, Ария, ДДТ, Алиса. Но они вышли уже из-под поля, потому что это был И Горбачев. распространились. Да, это был уже Горбачев, и тогда эта музыка вышла из подвалов и из кухни, и, в принципе, да, это было время расцвета советского рока. У нас были переписанные в N раз, то есть у кого-то переписанные страшные записи Кино, Арии, Наутилуса. Но это было очень неосознанное столкновение, потому что мода сменилась, стали популярными коллективы, там, Технология, позже Кармен, и я вслед за всеми ушел к этой популярной музыке. Вас тоже застали сборники «Союз»? Да, конечно. Конечно. Но потом в 1994 году я услышал альбом Алисы «Шабаш». И все. Вот это для меня отправная точка. После этого альбома для меня вся остальная музыка, кроме рока, перестала существовать. Вас называют третьими уфимцами после Шевчука, после ДДТ и Земфиры. Насколько понимаю, с Юрием Леонидовичем у вас добрые отношения. Отличные. Да, вот мы находимся в студии группы «Люмен» в уфимском микрорайоне Сипайлово. В уфимском, я это поясняю для зрителей, которые живут за пределами нашей республики. Вот, я вижу здесь у вас вот альбом с его автографом. И сувенир, подарок. Это тоже от него? Да. Люмена, ДДТ, спасибо. Это 2019 год. Да, свежий, мы свежий. весной были в гостях на студии ДДТ. Это было незабываемое путешествие, потому что потрясающие музыканты, очень интересная студия. Пообщаться про музыку, про звук, про историю рока, про то, как это было в Ленинграде в то время, когда мы были совсем детьми. Вы говорите про историю рока. Это самое главное в истории уфимского рока. Но, в принципе, вы такая же большая неотъемлемая часть уфимского рока. Чувствуете ли вы это? Да. Потому что Юрий Юлианович в силу сложившейся ситуации, он себя справедливый давно считает петербуржцем. Земфира Талгатовна, я так понимаю, что она очень большой космополит, ей вообще не принципиально, где творить. И мы в
в Уфе. Мы до сих пор в Уфе. Вот об этом мой вопрос. Да. Почему? Из эфира уехал уже популярный, Шевчук уехал за популярностью и стал уже популярным позже. Вы стали популярны и остались в Уфе. Здесь очень хорошо. Мы здесь себя прекрасно чувствуем, и здесь у нас гораздо больше возможностей для самореализации, потому что когда ты перебираешься в другой город, тебе нужно потратить очень много сил и средств на то, чтобы в этом новом городе социализироваться. Все эти усилия можно было бы направить на творчество, и мы ровно так и поступили. Мы не занимались этими метаниями. При этом та музыка, в которой мы уже много лет находимся, у нее совсем другая история. Это не поп-музыка, это не эстрада, это не то направление, в котором ты обязан быть постоянно на виду. Уфа для нас это идеальный город. Он и во многих других аспектах идеальный. Вообще, группа «Люмен» — это коммерчески успешный проект? Мы очень богатые люди. Нам хватает. Вот это только единственный критерий богатства. Нам хватает, нам не нужно больше. Вопрос про то, как сегодня зарабатывает рок-музыка. Я так понимаю, что, скорее всего, уже прошли времена, когда можно зарабатывать на альбомах, на продаже этих альбомов. Или все-таки ошибаюсь? Мне кажется, что сегодня артисты живут на деньги, которые они получают во время концертов. Они эти времена постепенно возвращаются. Возвращаются, потому что, наконец-то, большому количеству людей в нашей стране стало понятно, что гораздо проще подписаться на какой-то платный ресурс с абонентской платой и получать музыку в неограниченных количествах легально. Но это, конечно же, сильно далеко от тех времен, когда какой-то популярный альбом мог человека обеспечить на год. У вас были такие альбомы? Нет, мы тоже эти времена не застали. Мы успели 2, пожалуй, альбома издать еще как-то вот с лейблами, так что это было широко. 3-й альбом — это уже практически на подножке уходящего поезда. 4-й альбом уже вышел, когда рынок практически умер. И один из альбомов вы записывали, собирая на краудфандинговой платформе деньги, я насколько понимаю. Есть вещи, которые очень дороги в производстве. То есть сделать винил, сделать уникальный флеш-накопитель с логотипом, сделать дорогое издание альбома в деревянной коробке, чтобы там была гравировка. Очень сложно, очень дорого. Мы всегда пользовались краудфандингом как очень удобной системой предзаказов. Вы сейчас стартуете как раз-таки с большим туром. Да. Это презентация нового альбома. Не совсем так, новая программа. Новая программа, потому что мы перестали на какое-то время, видимо, выпускать альбомы. Мы, опять-таки, больше следуя духу времени, решили, что релизы одной песни или нескольких песен, то, что принято называть EP, это более удобная форма восприятия музыки сегодня. Не нами, слушателями. Люди не ждут альбомов. Люди ждут синглы. Очень ждут альбомов, и им нравятся альбомы. Есть проблема. Существует некий такой информационный шквал, в котором сейчас существуем все мы. И скорость появления музыки, скорость появления информации, она настолько высока, что мы можем выпустить альбом, который мы будем готовить там год-полтора. Он выйдет, но спустя месяц вот этой информационной волной этот альбом смоет, потому что выйдет еще больше альбомов за то время, пока мы готовимся в тур с этой пластинкой. Так получается, что мы, если придерживаемся каких-то вот таких крупных форм, мы все время в позиции догоняющих. А есть
альбом или песня какая-нибудь из вашего, возможно, раннего творчества, вот, если не ошибаюсь, 9 студийных альбомов. Я сам сбился. Да, ну еще концертные и синглы. Есть такая музыка, ваша музыка, которую вы слушаете и говорите: о нет, я больше не готов это слушать. Нет. Есть несколько таких песен. И вы их сейчас не играете? Мы их сейчас не играем, мы очень многому учились на ходу. Угу. И мы нередко в прошлом не отдавали себе отчет, почему вот одна песня там звучит лучше, а другая звучит хуже. Звукорежиссура композиции, она неразрывно связана с аранжировкой. Аранжировки многих песен вот, там, из раннего творчества, они провальные. Это неудобные там тональности, это неправильно подобранные темпы. Теперь, когда очень многие из этих моментов для тебя очевидны, то приходится слушать эти песни вот с огромной досадой, что у этой песни есть потенциал, его нужно по-другому раскрыть, нужно доделать. Мы, кстати, несколько композиций чуть-чуть буквально переработали для нового тура, именно для того, чтобы вот от этих огрехов уйти. То есть была неудобная тональность, мы ее транспонировали для того, чтобы мне было удобнее петь. Спасибо ребятам. Им приходится играть новые партии, непривычные. Но в общем и целом из-за этого песня звучит лучше. А Сид и Нэнси до сих пор играете? Да. Но Да. это песня, с которой, в принципе, началась ваша слава всероссийская. Да, совершенно верно. Но мы проводили такой эксперимент. Ехали в туре из города в город, и в каждом городе я со сцены задавал вопрос: ребята, кто впервые на нашем концерте? Где-то четверть зала, где-то треть, где-то пятая часть, но это все равно значительная часть. Здесь мы, если бы были сами слушателями, а мы всегда пытаемся себя поставить на место других, если бы я пришел на концерт Металлики, я бы хотел услышать Unforgiven, Nothing Else Matter, Enter the Sandman и очень многие другие композиции, которые я сильно люблю. Но мы сегодня говорили о том, что, видимо, не скоро Металлику мы услышим вживую. Я надеюсь, что Джеймс быстро разберется с этими проблемами. У него невероятный опыт, в том числе опыт разбирательства с этой своей проблемой. Да. Поэтому нужно просто повторить. Мы делаем с вами интервью в преддверии старта нового телепроекта на телеканале БСТ, Совершенно верно. который вы ведете, и очень здорово, что человек, музыкант такой популярный, известный, будет вести такой проект, который я как руководитель канала очень давно хотел, чтобы он у нас был. Но для чего? Вы же совсем не про телевизор, там нет ни денег, ни славы, что называется. Для чего вам это? Мы не то что за телевизор, у нас была песня, которая конкретно против телевизора, но это было очень давно, это было в 2009 году, когда принципиальная разница между телевидением и интернетом, она существовала. Сейчас эта разница практически стерлась, и вот это взаимопроникновение там, телевидения и интернета, это уже факт свершившийся. Это момент первый, момент второй. Очень удобно критиковать, быть диванным экспертом и говорить: вы все ничего не умеете, я знаю, как надо. Нужно быть способным это доказать. Для меня это тоже очень важный внутренний вызов и принципиальный момент, потому что мы про телевизионные эфиры и о том, как нам все не нравится, сказали достаточно. Поэтому, когда появилось такое предложение, когда появилась возможность выйти и доказать, нужно было это делать. Почему нам это нужно? В то время, когда мы только-только начинали, никого не было рядом, кто мог бы нам помочь, будучи там неким ментором, человеком, который в музыке уже разбирается. И мы всему учились сами, совершая невероятное количество ошибок. Поэтому путь там от наших первых репетиций в 95-96 году до первого альбома в 2003, вот он занял столько времени, мы все это время просто учились играть. На этом пути нам наконец-то встретились позже люди, которые нам очень многое объяснили,
показали, с которыми мы разделили сцену, а на тот момент это были уже известные коллективы, и им всем огромное спасибо. Это будет длинный список: «Приключения электроников», «Наив», «Пилот», «Текила Джаз», «Смысловые галлюцинации», «Сансара», еще много коллективов, которые нам помогали советами, которые нас чему-то учили, которые нам предоставляли возможности. И для нас вот эта эстафетная палочка, она была очень важна. Мы чувствуем острую необходимость помогать своим коллегам, которые или только начинают свой творческий путь, или уже многого добились на этом поприще, но все еще остаются не настолько известными, насколько могли бы. Мы стараемся помочь. Поэтому у нас существует ежегодный фестиваль, который называется «Рок-смена», который и мы в этом году в декабре обязательно проведем. Поэтому, если посмотреть в соцсетях и написать там «Фит Тем», то выпадет, ну, я не знаю, теперь уже, наверное, десяток или около того совместных композиций с очень малоизвестными коллективами, с молодыми коллективами, и это неостановимый процесс. То есть буквально недавно я ездил в Москву для того, чтобы поучаствовать в совместном концерте московской группы, которая называется «Мое теплое одеяло». Вот мы делали около года, наверное, совместный трек. Ребятам, коллективу 3 года, они выпустили свой первый альбом, но все равно мы посотрудничали. Я даже побывал на концерте презентации в клубе, который, ну вот, больше этого помещения раза в 3. Нам важно продолжать это. У нас есть некий кармический долг. Вот то, как помогли нам, так обязаны мы вот это добро нести дальше. И вот этот телепроект, я во многом рассматриваю эту возможность как возможность показать не только уфимцам, не только жителям Башкортостана, но благодаря интернету и еще всей русскоязычной аудитории, которой это будет интересно, что интересного сейчас происходит в уфимской музыке, в башкирской музыке. Может быть, этот проект перерастет нашу республику, и мы начнем приглашать ребят из соседних регионов. То есть для меня это возможность показать то, что я очень люблю. Музыку, исполненную живьем. Очень разную музыку. Это и рок, конечно же. Обязательно будем приглашать бардов. Этническая музыка во всем многообразии. Я думаю, мы тоже можем показать, потому что это интересно. Это здорово. И мы уже отсняли несколько выпусков, я уже видел эти живые выступления. Это потрясающе. И если рок живее всех живых, как говорите вы, как вы сказали, отвечая на мой первый вопрос, тогда нам всем в этом деле удачи. Спасибо. Спасибо большое. Интервью с вами – это очень непростая история. Если бы мы были с вами в другом веке, я бы сейчас вызвала вас на дуэли. Не обидно, когда говорят безголосый Элвин Грей? Да ради бога, пускай Ради бога. хоть что говорят. Рок жив. Живее всех живых. Не за интервью спасибо, за ваше сердце.